что, братцы, добрейшее утречко, раннего утречка. А насколько раннего? Полпятого, ребята, 4:25. Я уже припылил на работу. Ну, буквально от дома недалеко. Пройтись по парку. Парк такой темный, лесной немножко. И уже здесь, ребята, кое-какие дела надо поделать. И сегодня надо съездить там в город. Короче, пришлось, ребята, встать пораньше, чтобы все успеть. Причем тут сказал парк темный, ребята. Ну просто там нет освещения особо. Идешь такой в темноте небольшой. Такая суета-муета. Многие скажут: Андрюх, ты что, хулиганов боишься? Да нет, ребята. Именно что не хулиганов. Ну, а кто может там тебе помешать, да? Кто-то может к тебе подойти там или напугать, или что-то еще, ребята. Вот об этом сегодня и хочу поговорить. В принципе, центр села. О чем тут речь, какие звери. Ну вот, ребята, об этом сегодня и поговорим. Такая интересный, ребят, момент. Многие пишут, многие спрашивают постоянно. Сейчас, ребята, все подымем, что есть, какие есть, ребят, моменты, и пообщаемся. Все, ребята, пью кофеечек, с добрым утром, погнали. Ребята, о чем хотелось бы поговорить сегодня? Хотелось бы, ребят, поговорить о таком моменте, как звери. Ну, все-таки я живу, ребята, в поселке, да, здесь у нас, в принципе, в основном лес. Если быть точнее, то получается 88% это лес, а остальное, ребята, это населенный пункт. То бишь 12% всего лишь составляет населенных пунктов. Сысольский район, где я обитаю, живу, Республика Коми, 44 вроде населенных пункта, ребят. Это маленькие деревушки, поселки вот такие. И, соответственно, вот всего лишь 12%, ребята, остальное лес. Понятное дело, то, что живем мы в лесу, и со зверем встретиться это, в принципе, ну, не редкость, да, допустим, как взять там в мегаполисе, и то там бывают такие моменты, то, что там медведи выходят по дорогам, там шерстят помойки вот эти, ну, по новостям иной раз смотришь. Это нормально, ребята, как бы зверь хочет есть, еды в лесу нету, и он выходит, конечно, вот уже в поселки, вот в города, да, и так далее. Но мы, ребята, еще раз повторю, живем в лесу, и как бы здесь увидеть зверя как бы намного проще, да, наверное. Но все же надо идти в лес, надо где-то находиться там далеко от населенного пункта, чтобы там увидеть хорошего зверя, там я имею в виду там медведя, там лося, там и так далее. Ну, да, ребята, может быть и так, но зверь начал уже выходить сюда, и сегодня, ребят, хочу поговорить вот именно о волках. Постоянно пишите, постоянно читайте комментарии: Андрюха, там, почему ты без ружья, почему ты там один, ты не боишься? Ребят, да, конечно, боюсь, почему нет? Я нормальный человек с нормальными человеческими эмоциями, характером, как бы. Когда я нахожусь один, ребята, конечно, прислушиваешься, потому что в лесу ты, когда ты находишься один, ты очень чувствительно себя так чувствуешь, ты чувствуешь каждый треск, каждый там шелест листочка, каждый писк мышки и так далее, ребята. И когда ты находишься один, у тебя обоняние, восприятие и слух, и зрение намного увеличивается, и ты просто чувствуешь, ребята, прям все, каждый там шелесток, и от каждого там скрипа, там, ребят, хопа, ага, кто-то тут типа что-то там ползает, шурудит. Понятное дело, ребят, страшно, вот, и когда ночую один, рыбачу, как бы немного там присматриваюсь, там, какие следы там, туда-сюда, где тут, что там, как там. Ну, какие-то планы себе там делаю, мало ли, если что, допустим, как-то кто-то выйдет, там, тот же медведь или волки, ребята. Но сегодня о волках, так что давайте уже начнем, ребята, начну сейчас показывать потихоньку, помаленьку и так далее. Почему, ребята, я сказал пол-пятого утра и шел по парку и боюсь хулиганов, ребята. Вот это совсем свежая фотография. Выложил в соцсети Евгения. Евгения, если будешь смотреть, Женька, привет тебе огромный. Женька ездил что-то по делам, но было 12 ночи, и прямо, ребята, в центре у нас, вот тут в селе, идет мост через речку, и прям вот эта скотина прям идет по мосту, ребята, и нормально себя ощущает. То бишь, соответственно,
А когда он переходил, там фонарь стоит, там фонарь стоит. Но это опять же еще и центр, и еще опять же и мост. Прям как бы он не спустился вниз, он не прошел по льду, а он идет прям по центру. И фотографии немного искаженные, ребята, но как-то так. И это вот волк. Прям свежая фотография, неделю назад она сфоткана, выложена. На мой, ребят, взгляд такой неплохой волк, да, видно, что это волк. Там начался у местных сабантуй, ну, это типа собака, это похоже на собаку. Ну, видно, ребят, что волчары, причем не маленьких размеров. И у нас тут у местных ребят пошли всякие группы, группа там волки там Визинга, ребята. Частенько все выкладывают вот свои вот эти какие-то следы, ну что, допустим, кто-то что-то увидел, там какие-то там новости, слухи. И вот такие фотографии, ребят, частенько встречаются на форумах у нас тут сельского поселения. Вот эта, кстати, фотография завалялась у меня уже давно, но она фоткалась вот именно в поселке, ребята, где я часто обитаю, где у меня живет мама. У нас там сейчас в этом году такой же беспредел. И давайте начнем, наверное, ребята, зайдем немного дальше. Это мое видео, я снимал возле своего дома. Точно год не помню, но, ребят, буду прописывать на видео, какой год и когда это было. Пироги. Просто многие пишут: Андрюха, ты не боишься, если нарвешься на волка? А чего вот бояться, ребят, смотрите. Вот, еще видно мой дом. И вот, пожалуйста, я не знаю. Ну, следы, конечно, замело, потому что сейчас такой ураган, буря. Вот следы от лыж что-то ходил. И вот, пожалуйста, ребята, смотрите. Такое месиво. Просто, смотрите, растоптали, ребята, растоптали, конкретно растоптали. Вот это тут бойня была конкретная. Вот кто-то сюда оттащил что-то. 3 волка, ребят, смотрите. Кружили так, что просто забили всю дорогу, вот лыжню. Аж натоптали. Просто осталась какая-то шерсть. Тут прилетали вороны, уже видно. Вот 500 метров и река. А вот видно мой дом. Пожалуйста. Далеко ходить не надо. Собака небольшая была, ну вот такого роста где-то, молодая, глупая. Утром настал час пик. Не знаю, с откуда пришли, с какой стороны. Но 3 волка так и ходят до сих пор. Вот такое месиво ребят устроили. Правда, немного замело, уже снегом припорошило, а так картина была вообще не для слабонервных. Ну, как-то и бывает, они хребет оставляют, голову, лапу, а тут, ребят, смотрите, походу давно не ели. Разодрали, как пираньи просто. И хватает им 15 минут для 3 волков, чтобы разодрать вот так голову. Охренеть. Да. Вот дом, пожалуйста, ребят. Я вот здесь езжу вот так. Бураницы здесь натоплен. Так этот перелесок переезжаю, и там в другом поселке уже, в другом конце поселка выезжаю. Ну, тут сокращаю время, дистанцию. В магазин иной раз на мотособаке езжу. А здесь Бураница, мы идем на реку и так далее. Вот, пожалуйста, картина. Ну, вот следы еще были. Вот он, прыгали, смотрите, ребят. Прыжки какие. Может, как-то оттуда они вылетели на собаку. Ну, что, собака тут возле дома гуляет. Глупая собака. Ну, пожалуйста, на. И вот здесь была бойня страшная, наверное. Блин, Вискс, наверное, стоял. Да, рвут, ребята, они капитально, жестко, жестоко. Дергают, вырывают с ошейников собака. У многих ставят видеокамеры, ну, вот эти наблюдения. И вот потом такие страшные кадры как бы всплывают иной раз. И сегодня, ребят, я вам покажу. Ну, давайте по порядку. Взаимодействие человека и волка, да, сегодня мы будем говорить о волке. Понятно, что там, допустим, кабан, лось, тоже опасные звери, да, причем они как бы не хищники, ну, порвать, разорвать могут, ой-ой-ой. Медведя зимой ты не увидишь, потому что это зима, он спит зимой. А вот волки, что ни на есть, прям, они у нас прям перемещаются очень активно. Буквально сейчас
на днях ездил к Лехе на рыбалку. И мы шли по реке. И вот, ребята, именно ихняя тропа, вот эта дорога, да, это речка. Так как у нас вот этот Сысольский район, который изначально, ребята, я вам сказал, население и так далее, оно все находится на реке. Старики раньше делали, сами все знаете, все постройки на реке, и дорога была это речка. То бишь, все перемещались по воде. И вот они мигрируют с одного поселка в другую деревню, с одной деревни в другое село и так далее. И вот именно их дорога это река. Соответственно, допустим, если вот охотникам какие-то моменты, вот речка, это хорошее передвижение их, потому что на реке не так много снега, выходила наледь, все это замерзло, и снега не особо много, а по снегу они тоже не особо любители ходить, они воспользуются тоже, кстати, бураницами, и вот река, ребята, одна из них троп, и вот мы прям с Лехой шли, и прям по их следам просто 5 волков наших, вот это 5 или 6 волков, вот они тут у нас лютуют. Вот их не следы. Как-то, ребят, шли они, непонятно. Как будто что-то тащили уже. Собаку, наверное, тащили, потому что вот как-то друг друга догоняли, что-то на друг друга прыгали. Вот, видите, какие следы. Что-то типа такого. И вот по реке передвигаются они. С одного села в другую деревню. И вот так потихоньку. Как будто тащили, но что-то, ребят, копали, обоссали. Ну, блин, гуляки-то, а? Ну вот, ребят, они вот так передвигаются. И, кстати, волк за ночь очень мощно мигрирует прям, потому что утром они были там, а ночью они уже в другом селе. Это километров 20, ребята, они бегают, как бы, и, соответственно, очень умный зверь, конечно. Просто так ты его не встретишь. Там, допустим, взять ружьишки, там, и сейчас у многих есть техника, ребят, правильно, снегоходы. Но я имею в виду деревню, ребята, я относительно говорю деревни. Так что я знаю, что смотрят с городов, но я имею в виду то, что в деревне есть мотособаки. Я сейчас сам езжу на мотособаке. И даже вот таким образом ты его так наткнуться как-то там, это очень сложно. Он очень умный, ребята, очень умный, хитрый зверюга. И нападение на человека, давайте начнем с этого, да, ребята. Ну вот, человек и волк. Там разделяются разные мысли, конечно, но я имею в виду таких людей, которые вообще не понимают, о чем речь идет. Простые зрители. И есть опытные, там смотрят рыбаки, охотники. Может ли напасть человек, точнее волк на человека? Ну, может, ребята, может. И много информации в интернете. У нас 2 года назад, получается, у нас в республике девочка пострадала, причем насмерть. Но там разошлись мнения, то ли медведь, то ли волк. Но опять же, как будто бы следы волка были. Девочку порвал прям в деревне. Пошла в магазин там вечером, и осенью уже было, и пострадала. И вот как потом, ребят, переживать, перезимовать, переночевать ночь. Я ночую, особенно в палатках люблю, ребята, кто со мной, тот знает, то, что я ночую в палатках один, люблю рыбачить налима. Это, как правило, ночные рыбалки. Постоянно выхожу на берег, ночью темно, вот там уже, и как, если волк, ребята, волки будут рядом стоять, что делать вообще, как быть? Понятно, когда ты в избушке, ты ночуешь, у тебя все равно есть какая-то защита, ты можешь спокойно поспать, так как все-таки она из бруса, из бревна. Даже если волки там подойдут и начнут там карабкать, а это было, ребята, это были такие моменты, все-таки, но они не смогут прогрызть там, да, там брусья. Это как бы какая-то безопасность. Выходить из своих домов. И все это в районе жизненно важной трассы, которая связывает Сыктывкар с другими регионами России. Останавливаться на этой дороге сейчас не рискнет даже самый смелый дальнобойщик. Кто же взял в осаду целый регион, выяснил Кирилл Альков.
В республике Коми хищники объявили людям настоящую войну. Особо впечатлительным эти кадры лучше не разглядывать. Мерцающие в кромешной темноте глаза горят словно проблесковые маячки. Острые, как лезвие когти, саблезубый оскал и оглушительный визг предсмертной агонии. Волк буквально раздирает жертву на части и тащит в логово. Свою собаку Сергею пришлось буквально силой доставать из волчьей пасти. Ты понял, что волки, два волка спереди, один волк сзади. Деваться было некуда, выбрал двух волков и побежал на них. В итоге они ретировались. После этого я уже продолжил поиски собаки. Собаку я нашел, дождалась меня и умерла. В Сысольском районе республики сезон охоты в самом разгаре. Вот только непонятно, кто и на кого охотится. Жители жалуются, серы уже на пороге их дома, разве что в дверь не стучит. Свирепые и голодные волки загрызли уже несколько десятков собак и вплотную подбираются к людям. Охотоведы говорят, причин несколько. Главное – нехватка корма. Еды для хищников в лесу практически не осталось. Вот и выживают по законам волчьей стаи. Нападают на всех подряд. Охотничьи карабины пылятся на полке. Стрелять саблезубых теперь невыгодно. Плох тот волк, который сразу попадет в лапы охотников. На то, чтобы выследить хищника, уходит несколько недель. Волк — это хитрые животные, даже обладающие, я считаю, интуицией. Вот, поэтому проблема. Надо много времени потратить. Идти в лес с ружьем наперевес – это не по тарелочкам. Стрелять нужна лицензия, которая стоит 500 рублей. Это раньше за одного убитого 2 небитых давали. За каждого подстреленного волка скидку на лосяту и парочку – выгодное коммерческое предложение в виде дополнительных бесплатных лицензий на рогатых. А сейчас ни тебе лосей, ни денег. Отстрел волков, да, он сегодня никаким образом не компенсируется. Хотя затраты на охоту на волка — это очень дорогостоящее мероприятие. Мы сегодня охотники, даже те, которые отстреляли, а есть такое, что и отстреляли уже по 6-7 особей, они за это ничего не получили. Собак советуют держать на привязи, а еще лучше забрать в дом. Лишь единицы из них могут сами о себе позаботиться. Норка сорвалась с цепи и сама убежала в лес. Хищники приняли ее в стаю как свою, но через 2 недели она вернулась к хозяевам. Волков она больше не боится, но и в лес особо не рвется. В Свердловской области зубастый так близко подошел к человеку, что власти решили не ограничивать охотников. Стреляйте их сколько хотите, лишь бы умерить волчий аппетит. Острые клыки вот-вот доберутся до людей. Ну, когда, ребят, ты в палатке, ты когда один, особенно, без ружья. А что, если волки, ребята, вот придут, ну, допустим, стая, да? Я знаю, будут писать там петарды, там сигнал охотника и так далее. Ну, это непонятно, ребята, это все-таки животное. Это все-таки животное. Я понимаю, что у него есть инстинкт, они в основном работают по инстинкту, питаются. Но волки очень, ребята, они умные, а у них она идет группировочная охота, получается. Они не одиночки. Одиночный волк, он, наверное, ничего не сделал, даже 2 волка. А вот уже когда команда, вот, допустим, как сейчас у нас работают 5-6 волков, это прям банда, ну, конкретно. Там есть разведчик, есть убийцы, есть, там все конкретно, ребята. Хозяин, он стоит дальше, дети стоят дальше, они не подойдут. Какой-то плохой, там, слабенький волк, он идет на разведку, потому что его не жалко. Там работают, ребята, работа, это прям, ну, реально такая стратегия, что это очень серьезно. И вот, когда ты находишься в палатке, ну что это брезент, да, двухслойничный, ребята. Если волки надумают тебя рвануть, вот этот двухслойничный брезент, он не поможет. Они его разорвут просто на раз-два и вытащат тебя и прям с оттуда. И у нас был такой момент, мы с Лариской ночевали, ночью проверяли крайнюю донку, у нас от палатки, получается, метров 100 было. И кто-то там, как с берега, короче, кто-то, ну, спрыгнул, что ли. Мы подумали, что это лось. И как бы не подали этому внимания, Лариска испугалась. Ну, все-таки было все нормально, как бы. А на утро, ребята, следы волчьи, пожалуйста, возле палатки. Он подходил, он нюхал, он интересовался, хотя был костер и так далее и тому подобное. Понимаете? У нас, ребят, не будильник, а звоночек. Донка вот это звенит, прям страшное дело. Вот, смотрите, ребят, что творит. Сейчас будем смотреть. 6 час, начало. Туман, солнца еще нету. Тут у нас пассажирная ночной. Кто интересно, не знаю. Будем смотреть. Ну, по ощущению очень что-то крупное. Ну, наверное, травы, наверное, много.
Смотри, как водит. Прям водит, так водит. Ага. О, хороший налет, смотри какой. Ой, красавчик. Вообще прям зачетный, да? И тоже за губу, смотри. Ага. Сейчас за губу. И, кстати, недавно взял. Так сейчас и начал звенеть. Ну, Он зыкнул, я проснулась. разбудил нас, короче. О, ну вот уже налим, да? Ну. Так налим. Это уже налим, так налим, блин. Для волка, в принципе, вполне сойдет. И у нас следы, ребят. Ну, лапа такая, блин. Вот прям свежак. Смотрите, как к лагерю подходит. Вообще, суки, не боятся, блядь. Вот и ночуй потом. Такой любопытный разведчик может. Вон, смотри. Вообще свежак. Приходил он прям сюда. Кстати, возможно, там он и прыгал по полю. Волчара. Ну, убежал, да? Врук. Такой звук был. Вот такие дела, ребят. Ну, на самом деле, как бы это, с одной стороны, знаешь, там вот он подходил, небезопасно, ну вот он не подошел, ничего не сделал. Но раз на раз не приходится, ребята, я еще раз говорю, что на уме у волка, как, что, может он какой-то в капкане был, может он что-то еще, может как-то там, я не знаю, ну, на самом деле, ребята, и он будет действовать по моменту, вот именно по моменту, понимаете, он не будет действовать, как, допустим, он действовал в прошлом году, позапрошлом году, он будет действовать по моменту. Ну, это инстинкт сработает, но он будет делать, то бишь, он будет делать в любом случае, он будет до талого идти, и как бы это относительно. Давайте, ребят, начнем за вот эту пятерку, которую я начал говорить, вот показывать, да, вот, а пятерка, ребят, шестерка у нас ходит, она работает, и работает неплохо. В прошлом году, ну, точнее, да, вот в 2020, ребята, мы начали сплав с весны, поехали с Ильюхой, решили сплавиться, посмотреть места, вышли на берег и увидели волка. А волчица, ребята, она, представляете, какую наглость, мы, то бишь, вышли на берег, мы сели на берег, сидим, пьем чай, никого не было, я просто поворачиваюсь, и стоит волк, или Илюха поворачивается, не помню, и стоит волк в 20 метров. На камеру плохо, ребята, видно, конечно, потому что камера без зума, но она подошла, понимаете, ребята, и просто подошла, ну, в упор. Это вроде была волчица, и, как правило, мы начали думать, там было потомство волчата, и она себя берет на оборону, не боясь того, что ее могут подстрелить, допустим, да, она прячется, то бишь отходит от волчат и хочет увести, ну, от логова своего. Вот Что собака? Что собака? Смотрю, волк, а я же стрелял зимой волка, я смотрю, копия волк. Ну, не видно уже, ребят, зума бы, конечно, нормально. Блин, я не знаю, успел заснять. Сидим, короче, здесь на бережку, самогончик по рюмашке дали. Общаемся. И просто Люха поворачивается, и вот, ребят, 20 метров, и волчара стоит. Вон он, бедолага, там еще. Какой 20? Вон здесь стоял, вот. Вот здесь вот. Ну вот, ребят, смотрите. Охренеть, блин. Так он же, слышишь, он же должен знать, что это, чувствует же все равно. Так он не понял, Андрей. Ну, как правило, летом тишина. Также они, ребята, перемещаются, понятное дело, также они двигаются. Но в лесу летом намного проще найти пропитание. Они не приходят в поселок, они вот приходят только зимой вот именно. Ну, частенько, когда сидишь летом, даже в июле, помню, фидерные рыбалки, слышно, волчата воют вот где-то недалеко. Ну, соответственно, занимаются потомком матеря. Не знаю, как лан, где он как распадается, далеко или где-то рядом, но факт в том, что слышно иной раз, но особо их не видно. Как бы летом чернотропия, ты не увидишь следы, но вот зимними моментами все это начинается. В этом году уже, ребята, декабрь, январь, тишина была по волку, сколько я передвигался, сколько я ездил. Но особо не было таких моментов, что вот где-то они здесь, где-то они там. Я думал, в этом году, ребят, все спокойно. Соответственно, с прошлым годом у нас было очень проблемно. Собак рвали, охотники прям тупо не брали собак, потому что боялись не из-за того, что там собака там заблудится, там что-то с ней станет, там, да, там, просто боялись за волков, ребята. Вот реально за волков, потому что
Отпускает на зайцев, только слышно мяу, и тишина. Собаки нету. Ну и вот наступает конец февраля, март. Морозы за 40, ребят, зима в этом году крепкая. И они начинаются. Небольшой фрагмент, прям тоже недалеко от дома моего, ну недалеко. Вообще в поселке, ребят, прям в центре. Вот этот клан рвет собаку, даже не одну, наверное. Там фрагменты у Руси взял, ссылочку, ребят, на версию полную его оставлю. А так фрагментик, ребята, от него. Вот, друзья, наша амбулатория, буквально возле моего дома. Вот тут сегодня волчары попировали. Собачку загрызли. Это сейчас уже поубирали немножко, вороны поклевали. А так я утром шел, валялся хвост и ошейник, больше ничего не было. Сосед говорит, утащили вниз по дороге. Там валялись лапы. Какие-то кишки. Ужас, короче. Вот кишочки. Говорит, туда, в ту сторону утащили. Буквально в центре поселка. Ну, центром, ребят, не назвать, понимаете? Влег шаг вправо, шаг влево, там идет лес. Ему удобно с любой стороны зайти, то бишь там лес, там огород. Они просто прошли и все. Без проблем вообще. Ну, вот такие, конечно, кровяные моменты оставляют. Ну, как-то так, ребята. Рвут они очень страшно. И сейчас небольшое видео от Женьки. Там у Женьки на канале полная версия, но я ссылочку оставлю. Ну, фрагментик, ребят, покажу. Ферма, село, с откуда я заезжаю на рыбалку. Вот эта пятерка, кстати, свежая, когда мы с Лехой заезжали, вот они выходили, и там сразу ферма, ребята, и что там творилось, вот, видео, ну, рвут капитально. Кадры, ребят, непонятные, ну, неприятные, точнее, да. Ну, я могу понять, в лесу делать нечего, ребята. Зверя нету в лесу, и волки принуждены вот прийти сюда и вот заниматься такими вещами. И привыкли до такой степени, что не боятся фонаря вот этого, вот это, эти кадры были, там светит фонарь. Нет, они просто делают свои вещи и уходят. И не боясь того, что фонарь, что-то еще и так далее. Так что, ребята, как раз мы ночевали с дядькой. И вот этот переход был там, 500 метров, когда вот они приходили вот на эту ферму и рвали. И вот так думаешь, выйти сейчас жалиться, проверять там в час ночи, ну выходишь, что там бывает, да? И прикинь, вот эта пятерка идет к тебе навстречу. И как ты будешь с ними разговаривать, непонятно. Так что вот такие дела, ребята, немного накидал вам вот таких небольших фрагментов, что у нас было. Да, это было давно, ребят, я еще ходил на лямпах. И
Пошел как-то я тоже на стук, хотел попробовать. Жерлицы хотел поставить на налима. Было давно, ребята, я только начинал снимать. Я попал на стаю волка. Как они завыли, ребята. Я до сих пор вот этот войс вспоминаю. И вот он такой прониживающий, такой прям, не знаю, он сильный, ребята. Они не только воют, они еще подвизгивают, они рычат. Ну, прямо они общаются реально. Я вот этот фрагмент все слышал, как они начали спиваться. И они подходили все ближе и ближе. Я потом ушел, убежал просто, ребята. Сейчас поставлю, только там не смейтесь, конечно. Ну, было страшно. Короче, ребят, я не знаю. Походу надо сматываться отсюда. У меня мандраж. Пиздец. Меня трясет. Короче, реально они поняли, что легкая добыча, и начали стаю созывать, походу. Ребят, слышите, слушайте. Вот, слушай. Во. Это все, это пиздец, ребят. Я, короче, кидаю все, быстро в рюкзак собираю. У меня есть жерлицы, я не знаю, что делать. Я выбегаю нахуй. Полнолуние, я метров 200. Буду прощаться с вами, берегите себя. Не забывайте то, что когда мы идем на рыбалку, на охоту за грибами, мы идем, опять же, ребят, в лес, мы идем к ним в гости. Но когда они приходят сюда в гости, это уже непонятки, ребята. А когда мы идем в лес, соответственно, они хозяева, и надо вести себя, ребят, понимающе, адекватно и так далее. Но не забывайте, что зверь никогда не нападет, ребята, никогда не нападет. Он боится так же, он боится больше, чем вы, это вы должны понимать. Но с каждым годом горе-охотников становится много, стреляют все не попадя, как попадя, ранят, надо стрелять, не надо стрелять, без умолки стреляют, ранят зверя, и зверь потом озлоблен, ходит раненый, и, соответственно, можно попасться под раночку, ребята. Ну и также мама, она всегда будет защищать медвежат, волчат. Если вы уже, ребят, конкретно наступили на нее, то там уже надо берегись, точнее, потому что мать она всегда будет защищать. А так, ребята, зверь никогда не нападет сам, он боится так же, и надо это понимать. Все, ребята, берегите себя, ходите в лес, ходите на рыбалку за грибами. Увидимся. Пока. Так-то не смешно, но, блядь, юморист я еще тот. Постоянно оглядываюсь, по сторонам смотрю. Короче, лечу, блядь. Очко на минусе, ребят, отвечаю. Ой, жесть, блядь. Рюкзак покидал все быстро. Я не знаю, может что-то еще оставил даже. Капец, блядь. Ну вот, ребятки, поселочек виднеется.